Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Богданов Марат Робертович. Я доцент кафедры прикладной информатики Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Сегодня я хотел с вами поговорить о таком модном и интересном понятии, как искусственный интеллект. Но прежде чем поговорить об искусственном интеллекте, хотелось бы несколько слов поговорить о таком понятии, как информация. Вообще, что такое информация? Если мы с вами посмотрим на учебники, откроем учебники или посмотрим в интернете определение информации, то мы можем встретить примерно такие фразы, как, например, информация – это совокупность неких сведений из определенной предметной области. Можно встретить такое понятие, что информация – это некая совокупность, например, бит и байт. Несмотря на то, что таких определений очень много, но, на мой взгляд, они не очень нас приближают к пониманию этого понятия. Существуют такие вещи, как, например, материя, энергия, сила, время, которые очень сложно описать, потому что нет более общих понятий. И, на мой взгляд, то же самое мы можем сказать и об информации. С другой стороны, как быть, если мы не можем дать четкого определения некому объекту? Дело в том, что мы можем объект описать через его свойства. И давайте попробуем разобраться, какими же свойствами обладает информация. Я хотел бы начать с того, что информация, она бывает относительно объективная, то есть не зависящая от человека и от человеческой точки зрения, от человеческих предпочтений, каких-то наших дополнительных сведений об этом, и та информация, которая преломляется через сознание человека, через его чувства, эмоции и так далее. Давайте представим следующую ситуацию. Допустим, есть некие инопланетяне, и они решили посетить Землю. И посмотрим, что увидят инопланетяне, если, допустим, захотят спуститься в Европу, куда-нибудь там в Москву, в Санкт-Петербург, например, или в Уфу. И если они посмотрят на Землю из космоса, то они увидят примерно такую картину. На этом слайде показан фрагмент соответствующего космического снимка. Эти данные мы можем считать некой объективной картиной, которая не зависит от человека. Хорошо, теперь давайте посмотрим на эту же карту глазами народов, которые населяют эту территорию. Допустим, на этом слайде мы видим, как Европу видят русские. Как вы видите, такой юмористический рисунок, как-то он описывает черты национального характера людей, которые живут в тех или иных странах. На этом слайде видно, как Европу воспринимают немцы. Тоже у каждого народа свой взгляд. Вроде бы карта одна, если посмотреть из космоса, но жители воспринимают немножко по-разному. Следующий момент следующий, что хотел вам сказать. Человек – такое живое существо, которое формировался очень долго, в течение многих десятков тысяч лет, может быть, даже миллионов лет. И в процессе эволюции у человека выработались определенные критерии к постижению окружающего мира. Например, людям довольно плохо удается такое понятие, как счет. Посмотрите, пожалуйста, на этот снимок и скажите, сколько солдат изображено на этом снимке. Давайте посчитаем 2-3 секунды. Я вам могу дать подсказку. На этом снимке ровно 1000 солдат. То есть это, оказывается, не очень простая задача определить, сколько же объектов, потому что в этом не было необходимости при формировании человека в ходе его эволюции. На этом слайде показаны такие искаженные геометрические объекты. Должен вам сказать, что если рассмотреть, как работает человеческий глаз, то, оказывается, дети, когда только рождаются, младенцы, они видят мир перевернутым. Но так как мир у нас тот, как мы его привыкли видеть, то потом мозг адаптируется и начинает уже видеть так, как нужно. То есть, чтобы понять, что такое информация, нужно еще понять, что такое человек и как он воспринимает
окружающую действительность. Давайте поговорим о том, каким образом информацию можно получить. Ну, вообще говоря, информация, как я уже сказал, она может быть оценена с точки зрения некой объективной истины и через преломление человека, да, через его разум, через его мысли, через его чувства и так далее. Ну, допустим, с помощью приборов, отгадайте, пожалуйста, что мы видим на этом слайде. Ну, я надеюсь, вы уже правильно сообразили, что это большой адронный коллайдер. Да? Так вот, с помощью, допустим, физических приборов можно узнавать некую объективную картину мира. Ну, по крайней мере, мы можем изучать объекты, которые недоступны нашим органам чувств. Ну, например, очень маленькие объекты, или очень большие, или очень дальние, или очень быстрые, или очень медленные объекты. Да? Итак, один из способов постигать мир – это с помощью эксперимента. Вот. Следующий способ – можно постигать мир через наблюдение, однако здесь нас могут подстерегать ошибки. А вот вопрос у меня к вам, ребята, такой. Вот скажите, пожалуйста, какого цвета лебеди? Вот если вы посмотрите, например, в зоопарке или где-нибудь в природе лебедей, то вы скажете, что они белые. Вот. Ну вот эта информация верна до тех пор, пока мы не съездим в Австралию. Вот оказывается, в Австралии встречаются черные лебеди. То есть вот если постигать мир через наш опыт, то не всегда нашего опыта бывает достаточно, чтобы сформировать некую объективную картину мира. Многие физические законы и математические законы были придуманы, и это относится как раз к многим гениальным открытиям и изобретениям. Но вот это можно отнести, например, к Ньютону, который, как вы знаете, открыл много законов, в том числе второй закон Ньютона, который гласит, что сила равна произведению массы тела на ускорение. Вот оказывается, дедуктическим путем или каким-то логическим, или исходя из каких-то соображений, додуматься до этого нельзя. То есть нужно просто быть гением. И то же самое относится к многим разделам математики. Ну, допустим, не существует универсального метода, который бы позволял нам, допустим, решать интегралы или дифференциальные уравнения. То есть в литературе описано огромное количество частных случаев, до которых люди додумались или просто их придумали. Вот. Но нет единого подхода, как это можно сделать. Вот. То же самое в химии. Наш великий соотечественник Дмитрий Иванович Менделеев, он, вообще говоря, придумал свой периодический закон, который невозможно вывести из каких-то более общих соображений. А чуть позже его гениальная догадка подтвердилась. То же самое можно, например, сказать и о биологии. То есть, допустим, Дарвин, когда предложил свою эволюционную концепцию, он ее не первый предложил, но он ее, наверное, довел до совершенства, да, то он, по большому счету, тоже ее придумал, конечно, основываясь на некие наблюдения, но все-таки его гений заключается в том, что подтверждение его теории получило гораздо позже. Некоторые факты эволюционного учения подтвердились через 100 лет. Или, допустим, в генетике, наверное, помните из курса биологии, да, чешский монах Грегор Мендель тоже предложил свои законы, которые были переоткрыты и подтверждены гораздо позже. То есть информацию можно получать за счет некого такого инсайта, да, то есть додумываясь. Следующий способ получать информацию – это путем, опять-таки, некого озарения. Да. Вот у нас есть очень интересный такой самобытный писатель, Александр Конторович. Вот он в своем романе «Тень на ярком солнце» предположил, что за международной наркомафией стоит американское правительство. По крайней мере, никто эту идею до сих пор не опроверг. И, скорее всего, она верна. Вот. То есть информацию можно и таким путем получать. Кроме того, иногда бывает полезно, например, общаться друг с другом, несмотря на карантин, да, и многие интересные открытия были получены за счет коллективной работы отдельных людей. Эта традиция имеет давние корни. Допустим, такие соборы любили с определенной периодичностью организовывать священники.
Вот, проводились, например, Вселенские соборы, так называемые, да, в Ватикане, вот, когда вырабатывались очень нестандартные какие-то решения, связанные с жизнью Римской католической церкви, или Русской православной церкви, например, уже в Москве. Да? То есть за счет такого мозгового штурма коллективного разума тоже можно получить некие откровения, до которых не может додуматься отдельно взятый человек. Вот. Следующее, что хотелось мне сказать, о свойствах информации, как ее можно получить, мы уже с вами поговорили, какие у нее свойства. На мой взгляд, информация материальна. Я уже, надеюсь, вы вспомнили этот фильм, это «Пятый элемент». И вот давайте вспомним интересный эпизод, когда некий космический корабль землян получил информационный пакет, в котором содержалась трехмерная структура девушки, героиня которой, героиня Милы Йовович, да, и вот, получив этот информационный пакет на специальном 3D-принтере, эту девушку воспроизвели, вот, и причем она даже обладала не только телом, но и разумом, памятью, чувствами и так далее. Да. Идея наводит нас на мысли о том, что таким образом, например, можно совершать телепортацию. То есть или телепортацию, или путешествие к дальним звездам, галактикам и так далее. Потому что человек, бренное существо, да, и наше тело очень хрупко, и оно, скорее всего, по крайней мере, при современном уровне развития науки и техники, наверное, не пережило бы длительный космический полет. Вот. А если, допустим, как-то оцифровать человека, вот его тело, его разум, да, каким-то образом сознание, то и, например, на флешку записать, вот, и отправить космический корабль, а потом на принтере человека воспроизвести. Вот, и таким образом можно будет заселять дальние миры. Да, вот, одна из таких гипотез. Следующее, что хотел сказать, вот насчет подтверждения мысли, что информация материальна. Уже где-то лет 10-15 в ведущих лабораториях мира ведутся исследования по синтезу искусственных живых объектов. Пока достижения очень скромные. За основу взяли простейший организм, который называется микоплазма. Вот, ученые изучили его геном, его немножко модифицировали, потому что это такой патоген, он вызывает очень нехорошие заболевания, но вот жало у этой змеи удалили, и теперь это безвредный организм. Вот, синтезировали химическим путем ДНК, затем его встроили в клетку другого вида, и она начала размножаться, и таким образом получили живое существо ранее несуществующего вида. Цель этих экспериментов была понять, что такое жизнь. Нужно сказать, что люди научились эту жизнь создавать, но пока не приблизились к пониманию, что же это такое все-таки жизнь. И вот перед философами, например, и другими специалистами стоит такая серьезная проблема, как ответить на вопрос, что такое живое, что такое неживое, возможно ли некое пограничное состояние, и как переходить из живого в неживое и обратно. Да? Но при всем при этом мы сталкиваемся незримо с информацией, потому что, как вы знаете из школьного курса биологии, наследственная информация, она как раз хранится в генах. Да? То есть признаки от родителей передаются потомкам, от дедушек и бабушек и так далее. Да? То есть жизнь, она тоже очень причудливым, очень своеобразным образом связана с информацией. Если мы посмотрим современные американские, чаще всего фантастические фильмы, то часто обыгрывается сюжет, когда сознание людей пытаются оцифровать и загрузить в компьютер. И таким образом, например, американцы пытаются ответить на вопрос, как достичь бессмертия. То есть один из вариантов – это сделать такое цифрового двойника, который будет жить в недрах компьютера. Да? Немножко сатанизмом отдает таким что-то чем-то инфернальным, да? Но, по крайней мере, даже хотя бы теоретически американцы над этой проблемой работают. То есть перенос сознания от одного человека к другому, или, например, перенос сознания в машину, или, например, создание клона и перенос сознания в тело клона и так далее. В любом случае сознание рассматривается как некий информационный объект. Да? То есть я к тому, что
информация, она очень-очень интересна, очень сложна, и очень сложно ответить на вопрос, что такое информация, но мы можем попытаться понять, если свойства информации будем изучать. Ну вот как раз на этом слайде показана как бы попытка, да, понять, что такое разум, что такое бессмертие и как-то его себе продлить. Да? Вот. В настоящее время очень популярной такой отраслью информационных технологий является значит, ну, как бы создание цифровых двойников. Ну, о чем идет речь? Ну, предполагается, что через какое-то время, если технические возможности позволят, можно будет, ну, допустим, сделать маленького дрона, который будет сопровождать человека в течение всей его жизни, от рождения до смерти. Вот. И он будет собирать информацию, он будет всю то же, что видит человек. Ну, это дает некоторые преимущества, ну и, конечно, некие угрозы представляет. Ну, какие преимущества? Это будет идеальный друг, ну, потому что он все о вас знает, да, идеальный советчик. Вот. Потом на плечи такого двойника можно взвалить многие рутинные заботы. Ну, например, вот уже сейчас можно зарезервировать столик в ресторане в Сан-Франциско за счет своего цифрового двойника, или ему можно поручить обзвонить магазины и выбрать какой-то товар по наиболее привлекательной цене. Вот. Ну вот, потом можно, допустим, если даже человек умер, но его цифровой двойник хранится где-то в облаке, там в Амазоне или на Google, или там Microsoft, ну, то американцы считают, что родственники смогут, например, с этим умершим дедушкой советоваться. Ну, опять-таки, немножко отдает сатанизмом, но вот как бы в американских фильмах и романах вот эта концепция, она так постоянно отслеживается. Что еще хотел сказать? Развитие современных технологий, оно, особенно через преломление того, как постигает мир человек благодаря своему мозгу, своим чувствам, оно дает очень интересные результаты. Ну вот давайте посмотрим на этот снимок. О чем это говорит? Ну, вы, ребята, наверное, уже слышали такое понятие, как умный дом. Что такое умный дом? Ну, можно дать, наверное, около 10 разных определений. Ну вот, согласно одному из определений, умный дом включает в себя большое количество датчиков, вот, которые соединены с интернетом, и с их помощью можно осуществлять мониторинг того, что происходит у вас в доме. Иногда такие вещи безобидны, иногда нет. Ну вот что мы можем из этого слайда почерпнуть? Ситуация была следующая. Оказывается, вот современные умные весы, вот, они могут быть соединены с браслетом, ну знаете, такой фитнес-трекер, да, вот, и помогать человеку ну, заниматься здоровым образом жизни и так далее. И здесь был такой следующий пример. Одна женщина уехала в командировку, а муж остался дома. А муж весил, ну, предположим, 75 килограмм. Вот. А у женщины был фитнес-браслет, связанный с умными весами. И на следующий день после того, как она уехала, она увидела, что значит, кто-то взвесился на этих весах с весом 57 килограмм. Но так как муж весил 75, она тоже была не худенькая, то сразу заподозрила, что кто-то еще был в доме и вот воспользовался этими весами. Вот таким образом можно разоблачить человека. Потом вот насчет потенциальных угроз я вам уже сказал. Оказывается, такие приборы, как умные телевизоры, вот Smart TV, знаете, вот Samsung, например, выпускает, другие компании, да, они снабжены видеокамерами, которые могут передавать видеофрагменты из вашего дома, например, там, из вашей спальни и так далее. Поэтому нужно тут быть осторожными с такими гаджетами. Потом то же самое относится, оказывается, к умным холодильникам. Вот, то есть помимо того, что там есть планшет, с помощью которого вы можете смотреть, например, YouTube, но он за вами может шпионить. То есть вот, нужно быть осторожным. Вот на этом слайде показано, как с помощью фитнес-трекеров была раскрыта одна из американских военных баз в Африке, вот, которой нет ни на одной карте. Вот, но если посмотреть активность фитнес-трекеров военных, да, то оказалось, что они находятся в местности, где не должны быть. И вот самых, ну, как бы такой шпион в самом неожиданном месте может оказаться. Следующее, о чем я вам хотел рассказать, это
Значит, очень интересный, вот мы уже подходим к технологиям искусственного интеллекта, да, вот одна из разновидностей искусственного интеллекта – это так называемые сверточные нейронные сети. Они за последнее время получили очень большое и широкое распространение, но в частности с их помощью можно распознавать изображения. Ну вот если ваши родители за рулем ездят, то периодически, наверное, штрафы приходят, или там ваши родственники, да, как раз каким образом они получают штрафы? Ну, дело в том, что вот эти приборы видеофиксации, всякие видеокамеры, да, они изображения потом как раз передают на эти сверточные нейронные сети, которые распознают автомобильные номера. Вот. Ну, то есть вот эта технология, она очень широко применяется, например, в системах безопасности, то есть можно в метро, допустим, отслеживать преступников и так далее по лицам. Но вот любая достаточно продвинутая технология, оказывается, таит в себе и уязвимости. И вот уязвимостями сверточных нейронных сетей, ну и вообще нейронных сетей, являются так называемые, значит, состязательные примеры, adversaries examples. И с помощью состязательных примеров можно их вводить в заблуждение. Вот посмотрите, пожалуйста, на эти картинки и скажите, в каком ряду в верхнем или нижнем находятся мальчики, или а где девочки. Ну, как ни странно, но в верхнем ряду как раз девочки, а в нижнем ряду мальчики. Вот. Если такую информацию подать на вход сверточной нейронной сети, то она будет ошибаться. То есть можно искусственный интеллект достаточно легко обмануть. Вот. Следующее, что я еще хотел рассказать, это каким образом можно получать информацию. Вот мы до этого говорили о том, что информацию можно получать объективным путем, ну, например, с помощью приборов, но информацию можно получать также за счет уязвимости уже самого человека. Ну, дело в том, что люди, как сказано в Священном Писании, как бы грешны, да, несовершенны, и ну, людям свойственно делать ошибки, например. Да. И вот один из методов получения такой секретной закрытой информации – это поиск информации по, значит, открытым источникам. Ну, вот, оказывается, 90% всей секретной информации можно получить, черпая ее из открытых источников, просто сопоставляя данные. Вот опять-таки к вопросу об информации, об ее получении. Я вам хотел рассказать о примере, который произошел в разгар холодной войны. Это было середина 50-х годов, ну, может быть, начало 50-х годов. Вот американцев очень интересовало количество боеголовок, которыми обладал Советский Союз. Вот в лоб с помощью шпионажа такую задачу решить не удалось, и тогда аналитики из ЦРУ решили поступить следующим образом. Они предположили, что советские военные заводы, которые обогащают уран, работают примерно на тех же принципах, что и американские. А, естественно, они знали, как работают американские заводы. И предположили, что количество обогащенного урана пропорционально затратам электроэнергии. Вот. И поэтому, да, и американцы знали, что эти заводы находятся где-то на Урале. И вот они решили как раз определить электростанции, которые питают эти самые заводы. И таким образом уже узнать, где эти заводы, определить, сколько они потребляют электроэнергии, и вот по таким косвенным путям определить, сколько же в Советском Союзе ядерных боеголовок. Вот. И для этого они взяли журнал «Огонек» за 1958 год, и вот в правом нижнем углу вы как раз видите операторов, ну, такого центра управления энергосистемой. Вот. И значит, вот если посмотреть на фотографию, да, вот этого пульта управления, вот белыми квадратиками показаны электростанции и подпись, где они находятся, где располагаются. А у трех таких квадратиков было заретушировано название, где они находятся. И вот американцы решили, что таких электростанций 3, значит, таких комбината по обогащению урана тоже 3. Вот. И затем начали сопоставлять некоторые данные, вот, и в конце концов смогли путем вот сравнения таких обрывочных косвенных данных, на эту работу ушло полгода, как раз выявить эти самые заводы, вот, потенциальные. Затем американский шпион Lockheed У-2 самолет
пролетел над двумя из трех, ну там третий не смог, потому что облачно было, вот, сфотографировал, и таким образом затем уже американцы узнали, как оказалось, с погрешностью 10%, сколько же у нас в Советском Союзе было ядерных боеголовок на тот момент. Следующий момент такой, как тоже получать информацию, тоже можно косвенным путем. Вот на этом слайде показано, как можно определить, какое оборудование используется в китайском ситуационном центре, такой большой суперкомпьютерный центр, вот, который осуществляет мониторинг за населением своей страны. Вот. Это как бы технология, она достаточно секретная, и в лоб ее взломать не получается. Но известно, что комплектующие поступают через два порта или порта, а это Шанхай и Сингапур. И вот информация о движении грузов в этих портах, она как раз общедоступная. И проанализировав эти данные, как раз легко можно и восстановить, какое же оборудование, например, используют китайцы вот в своих этих центрах слежения за населением. Следующий момент, о котором я хотел сказать, как я уже говорил, человек уязвим, он делает ошибки, ну и просто лень как бы заниматься защитой. Один из способов получения корпоративной информации – это облачные хранилища. Ну, в мире самые три есть больших облачных хранилища – это Amazon, Google и Microsoft. И огромное количество корпораций, вот, включая наш, например, Сбербанк, почти в незашифрованном виде хранят все свои данные. И если приложить чуть-чуть усилий, то как раз эту всю информацию о крупных корпорациях можно получить. То есть вот за счет ошибок самого человека. Следующий момент. Вот давайте поговорим вот о чем. Мы до этого рассматривали информацию, как бы абстрактно, а теперь давайте посмотрим на то, как с помощью, как бы обладая информацией, можно или заработать, или наоборот кого-то разорить. Ну или если кто-то кого-то разоряет, то другой в этот момент может, допустим, разбогатеть. Да? Вот есть очень известный пример с одной московской компанией, которая закупила, это медицинская компания, очень дорогой компьютерный томограф, который стоит несколько десятков миллионов долларов. Вот. И конкуренты решили ее выбить с рынка. Как они поступили? Для этого совершенно такой копеечный, очень дешевый прием злоумышленники использовали. Они в Твиттере пустили слух, разместили такой фейк о том, что якобы по третьему этажу этой клиники бегают крысы. Вот. И через какое-то время эта новость облетела весь интернет, и если человека спросить, что он знает про название этой клиники, то, москвича, например, она известна, эта клиника, то или не мог вспомнить название, или говорил, что там обитают крысы. То есть репутация, она тоже становится очень важным ресурсом, вот, который стоит денег, и защита его тоже стоит денег. Вот. Следующий пример тоже о том, что репутация вещь такая очень ценная, да, это скандал, который произошел несколько лет назад с губернатором Твери Зелениным. Что здесь произошло? Он был на приеме в Кремле, вот, и во время банкета заметил объект, который напоминает червя вот, в его тарелке. Вот, он его сфотографировал и выложил в Facebook. Вот, и через несколько дней эта новость облетела весь интернет, вот, стала очень популярной, а самого Зеленина уволили в связи с утратой доверия. Вот, то есть, что я хочу сказать, репутация – это вещь такая очень как бы ценная. Да? Вот. Следующее свойство информации заключается в том, что как бы общество, оно находится в некотором информационном куполе. И если данные попадают внутрь этого купола, то мы их воспринимаем, а если не попадают, то не воспринимаем. И содержимое, наполнение этого информационного купола, оказывается, поддается регулированию. Вот в качестве примера можно привести инцидент в храме Христа Спасителя, который произошел в 2012 году. Вы, наверное, маленькие были, не помните, но в это время был скандал с активистками группы Pussy Riot. Вот. И эта новость как раз попала внутрь информационного купола и как бы облетела весь интернет. А вот через 2 месяца после этого
один мужчина, ну, нездоровый психически, зашел в храм Христа Спасителя, залез на алтарь, порезал себе вены, все было в крови. Эта информация была опубликована, было видео в сети, но она никого не заинтересовала, потому что не попала внутрь как раз этого информационного купола. Следующее свойство информации, опять-таки уже применительно к человеку, это механизмы ее распространения. Вот я вам хотел привести пример из такой страны, которая находится в центре Африки, она называется Руанда. Ну, вы, может, из истории знаете, что в 1994 году был геноцид. Вот. Там вообще обитают три нации, Тутси и Хуту. Ну, Хуту, она более такая многочисленная нация, а Тутси, она менее многочисленная, но зато вся элита, она принадлежит племени Тутси. И вот оказывается, да, и эта территория, она такая холмистая, и в народе называют Руанду, значит, страна тысячи холмов. Вот. И на одном из холмов был установлен мощный передатчик, вот, который транслировал передачу с призывами «убей Тутси, убей таракана». Ну, то есть, чтобы, значит, представители другой национальности, значит, да, ну, как бы не видели людей значит, в тех, кто Тутси. Да? Вот. И очень интересная была выявлена закономерность. Если, значит, сигнал принимался плохо в деревне, да, то как бы зверствовали примерно 10 человек из деревни, ну, шли убивать своих соседей. Да? Вот. Если сигнал принимался более устойчиво, то где-то на 70% количество таких злодеев увеличивалось, уже где-то 17. Вот. А если сигнал покрывал две соседние деревни, то в них формировались банды, которые шли убивать всех представителей племени Тутси в данном ущелье, где они обитают. Вот. Еще одно свойство информации, если мы говорим про ее распространение, это, оказывается, очень похоже на ударную волну. Вот. И вот пока не было интернета, распространение информации было очень дорогой, ну, очень такой дорогой задачей, и с ней могли обычно как бы справляться только или государства, или богатые компании, ну, у которых есть контролируемые СМИ, там, газеты, радио, телевидение и так далее, например. Вот. И такая информация, она быстро затухала. Но с появлением интернета ситуация сильно изменилась, потому что появилось такое понятие, как репост. Вот. И цена на распространение информации очень сильно упала, вот, и стало возможным совершенно по-другому эту информацию доносить до разных людей. Но вот если помониторить, например, социальные сети, то можно обнаружить, что пользователи, они собираются в некоторые группы тематические. Вот. И с помощью некоторых технологий можно дозированно определенные порции информации доносить именно до таких целевых групп. Ну, вот, в частности, этим пользуются политтехнологи. Ну, вот, например, когда Обама приходил к власти, когда Трамп приходил к власти, вот для этого очень широко использовались как раз социальные сети, то есть доносить именно для каждой какой-то целевой аудитории. Еще одно интересное свойство информации – это, как вы видите, такое понятие grassroots и astroturfing. Ну, grassroots – это говорит о том, что, допустим, если есть некий регион, ну, допустим, где живут шахтеры или металлурги, вот, то в этом регионе могут быть местные лидеры мнений, ну, какой-то известный, например, ученый или политик, которого все знают, вот, и ему доверяют. И если вы хотите, например, выиграть выборы в этом регионе, то лучше подключить к вашей избирательной кампании каких-то местных известных людей. И они, ну, помогут донести вот ваши идеи до избирателей. Это первый вариант. А второй – это массированная такая атака, когда, ну, как говорят в народе, из всех утюгов доносится информация, и она, ну, буквально оболванивает население. Я как раз хотел вам привести соответствующий пример. Ну, в общем, какая здесь ситуация? 50 лет назад был полет первой женщины-космонавта, и это была советская космонавтка Валентина Терешкова. Вот. А, значит, американская астронавтка, значит, Салли Рейд, она полетела через 20 лет и 2 дня. Вот. И когда была годовщина полета этой как раз астронавтки, она погибла, она от рака умерла.
то в американских СМИ прямо такая вакханалия была, значит, все трубили из всех источников информации, что первой космонавткой была именно не Валентина Терешкова, а Салли Рейд. Ну, допустим, Google об этом сообщал. Вот. Затем другие источники информации, например, Denver Post, вот, потом Vanderbilt.com и так далее. В Макдональдсе тоже были такие же, значит, сообщения. К чему это привело? Это привело к тому, что через 2 дня 45% американцев стали считать, что все-таки Валентина Терешкова полетела первая, но 55%, что все-таки первой была Салли Рейд. То есть обмануть общественное мнение очень легко. Ну, я когда в Америке был, тоже сталкивался с такой ситуацией. Я как-то на лекцию знакомого профессора пошел, вот, и он рассказывал, упоминал страны, которые запустили больше всего спутников. И не назвал Россию. Ну, я ему говорю: доктор Эванс, но Россия же попала в книгу рекордов Гиннесса по количеству запусков спутников в этом году. Он даже не смутился, говорит: ну да, говорит, еще Россия есть. То есть вот такое вот интересное свойство. Следующее, что хотел сказать, ну вот если, например, американскую пропаганду рассматривать, то у них очень активно применяются фейки к интерпретации исторических событий. Ну вот, допустим, известно, что Прагу освободили в 1945 году советские войска, это можно посмотреть на левом слайде, да, вот, а если посмотреть фильм «Конвой свободы» 1917 года, то из него следует, что Прагу якобы освободили американцы, хотя они там не были. И, естественно, американцы будут верить своему фильму, потому что, ну, как бы читать энциклопедии это, ну, достаточно утомительно, да, вот. Ну, как бороться вот с такими фейками? Ну, для этого можно использовать так называемых чат-ботов. Вот здесь как раз приводится пример блокировки информационной волны. Вот. Что еще хотел сказать? На этом слайде вот показано, например, определение, что такое искусственный интеллект. Ну, такое шуточное, да. И есть такой известный тест Тьюринга, который говорит о том, что если человек не сможет отличить в собеседнике, ну, сказать, его собеседник компьютер или живой человек, то тест Тьюринга пройден. Вот. Хакер говорит, что наоборот может компьютер как бы создать иллюзию того, что он компьютер. Ну и у политтехнолога своя концепция. Вот. Ну, хотел еще вам буквально несколько слов сказать о новых методах искусственного интеллекта, которые начали развиваться буквально в последнее время. Ну вот к ним можно отнести такой подход, как капсульные нейронные сети, вот, и они очень хорошо описывают объекты реального мира. Вот. Следующая такая очень интересная технология – это глубокое обучение с подкреплением, вот, которое тоже очень адекватно реагирует на окружающую действительность и позволяет решать много проблем научных. Следующее – это генеративно-состязательные сети. Ну, здесь как бы состязаются, борются 2 отдельные сети, и таким образом можно, ну, например, выявлять подделки, там, например, поддельные банкноты, какие-то картины поддельные и так далее. И с одной стороны, а с другой стороны можно синтезировать из, ну, например, если в базе данных 1000 изображений лиц, можно сгенерировать новое лицо, ранее несуществующее, оно будет настолько высокого качества, что никто не сможет отличить, ну, по крайней мере, на первый взгляд. Голос можно синтезировать и так далее. То есть такой интересный подход. Вот. Ну и последнее – это обучение на неполных и дополненных данных. Вот, ребята, все, что я вам хотел сегодня рассказать. Мы приглашаем вас в Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы. У нас очень интересно. Пожалуйста, приходите к нам учиться. Спасибо, до свидания.